Здравствуйте, Максим. В вашей картине «Чистое искусство» случайный прохожий произносит такие слова: «Мы не умираем, когда умираем». Сейчас, пересматривая фильм, находите в нем новые знаки, символы и смыслы? Конечно, фильм теперь смотрится иначе. И с самого начала была Захаром озвучена такая задача, что фильм не про него, фильм про Беларусь, он просто стержневой элемент, через который вот мы хотим какую-то свою донести идею. После того, как Захара не стало, фильм приобрел, конечно, совершенно другое значение, и для меня это теперь фильм про Захара. Это память о человеке, которого с нами больше нету. А что еще из работы над фильмом вспоминается сегодня? Холст, который писал Захар в этот день, он упал в конце работы и упал на банки с красками, а там были кисточки, и порвался. И Захар его поднял, и прямо в кадре, это вот мы снимали, поднял его, увидел, что это произошло, и начал его рвать. Немножко с какой-то сумасшедшенкой. Вот, потому что мы видели, как он старался, мы видели, как ему был этот холст как-то близок и дорог, а тут он довольно так дико это все уничтожил. И это такая яркая сцена, очень динамичная, на нее интересно было смотреть, но в фильм ее не взяли именно потому, что она, скажем, слишком много внимания притягивала к себе и говорила о герое больше, чем нам нужно было для того, чтобы это был просто стержневой элемент для фильма. Знаю, что изначально вы не рассматривали именно художника в качестве главного героя картины. Когда я учился в польской киношколе, была идея снять фильм про Беларусь. И я даже толком не знал, с какого боку подойти к этой теме, потому что это достаточно абстрактно про Беларусь. Были варианты разных людей, разных сначала идей людей, а потом уже конкретных я искал персонажей. Но в картине появился художник, и его разговор со случайными прохожими превратился в какой-то степени в ликбез по искусству. Мне именно хотелось сделать фильм, чтобы он был многоплановым, многогранным. То есть каждый мог какую-то свою линию считать. Я искал уже и художников. Моя коллега Екатерина Марковец сказала, что вот она училась в художественной школе с парнем, который говорит, ну вот он прям идеальный герой. Конечно же, фильм и про искусство, и про художника, потому что он, собственно, называется «Чистое искусство». И размышления на тему, что можно считать искусством и почему. В принципе, сюжетная линия простая. Вот есть художник, он сходит с холстом по городу и копирует со стен странные прямоугольники. Есть сотрудницы служб, которые, собственно, их создают, закрашивая какие-то надписи. Есть город Минск, который, можно сказать, как герой этого фильма. Ну, есть хэппи-энд даже в каком-то смысле. Максим, фильм «Чистое искусство» — ваш кинодебют. Насколько ожидаемым для вас стал ее успех? Это первый фильм, который я снял полноценно в индустрии. Конечно, до этого у меня были какие-то работы документальные. Но для меня это был прежде всего вызов. То есть я был уже в том возрасте, когда надо было что-то конкретно решать, менять в своей жизни или нет. Ну, я не приписываю, на самом деле, заслуги себе. То есть это дебют, но авторов у этого фильма, я все-таки считаю, несколько. То есть и оператор, и монтажер, собственно, Захар. Плюс еще мой преподаватель Яцек Блаут, преподаватель школы Вайда, который был потом арт-куратором фильма. Скажите, а герою фильма Захару нравилось кино? Захар был доволен и уже с 6-й минуты говорил, что это гениально, хвалил сам себя, говорил: «Молодец, Захар, молодец!» Потому что уже 2 года прошло с тех пор, как съемки произошли. Он говорил: «Макс, ну тебе с героем повезло».